В середине июня 2025 года на некогда оживленных набережных Сухума и Гагры воцарилась оглушительная тишина, сравнимая с безмолвием послевоенных лет. В социальных сетях, как сводки с фронта, начали появляться десятки видеороликов. Владельцы отелей с тоской обводят камерой пустые веранды, хозяева кафе показывают залы, где из 10 столиков занят в лучшем случае один на пляжах, обычно забитых до отказа, одиноко бродят несколько человек. Экономика Абхазии, хрупкая конструкция, почти целиком построенная на одном единственном фундаменте, начала рушиться на глазах. И причиной этого коллапса стал не природный катаклизм, не война и не новая эпидемия. Причиной стало слово. Одно неосторожное, высокомерное и бесконечно глупое высказывание чиновницы средней руки из Министерства туризма, Кристины Лакербай. Она решила, что вправе сортировать гостей, приезжающих в ее страну, и публично объявила, что нищие туристы из России, которые, по ее мнению, тратят слишком мало, Абхазии не нужны. Российские туристы, на которых приходилось более 95% всего турпотока, спорить не стали. Они просто перестали приезжать. Эта история – идеальное пособие о том, как можно собственноручно уничтожить экономику своей страны, перепутав спесь с государственной политикой. Чтобы понять масштаб катастрофы, необходимо в деталях проанализировать ту тотальную зависимость, в которой находится абхазская экономика. Это не просто важная отрасль. Это кислород, без которого организм государства существовать не может. По данным Министерства экономики Абхазии за 2024 год, доходы от туризма прямо и косвенно формировали до 70% ВВП республики. Государственный бюджет, из которого выплачиваются зарплаты учителям, врачам и тем же чиновникам, на 2/3 состоял из налоговых поступлений от туристической сферы. Из 1,6 миллиона туристов, посетивших страну в прошлом году, более 1,55 миллиона были гражданами России. Это была не диверсифицированная отрасль, а монополия одного клиента. Клиента, который годами демонстрировал поразительную лояльность, закрывая глаза на множество системных проблем. И именно по этому клиенту был нанесен оскорбительный удар. Заявление начальницы лицензионного отдела Министерства туризма Кристины Лакербай, сделанное на одном из рабочих совещаний и мгновенно просочившееся в прессу, стоит процитировать дословно, чтобы оценить всю глубину оторванности чиновницы от реальности. Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купит. Они приезжают, покупают дошираки, а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию, возмутилась Лакербай, жалуясь на низкую доходность отрасли. В этом пассаже прекрасно все. И презрительный турист за 300 рублей, и наивная вера в то, что в страну с инфраструктурой, застрявшей в 1980-х, должны выстраиваться в очередь миллионеры. И главное, полное непонимание того, что именно этот турист с дошираком, помноженный на 1,5 миллиона, и формировал бюджет, из которого сама госпожа Лакербай получала зарплату. Она, по сути, публично оскорбила своего единственного работодателя. Приговор был вынесен мгновенно, и не в суде, а в туристических чатах, форумах и социальных сетях. Российское общество, годами терпевшее недостатки абхазского сервиса, отреагировало с неожиданной солидарностью. Заявление чиновницы стало той последней каплей, которая переполнила чашу терпения. В сети запустился стихийный, но мощнейший флешмоб. Люди массово публиковали скриншоты и видео, как они сдают или меняют билеты в Абхазию на другие направления. Внезапно выяснилось, что мир не сошелся клином на стороне души. По данным Российского союза туриндустрии, в течение 2 недель после скандала продажи туров в Абхазию упали на 85%. Этот туристический поток не испарился. Он был мгновенно перераспределен. Резкий рост показали курорты Краснодарского края, в первую очередь Сочи и Красная Поляна, а также Крым и бурно развивающийся Дагестан. Часть туристов выбрала безвизовые зарубежные направления – Турцию, Египет, а также набирающий популярность Вьетнам. Реакция была не просто эмоциональной, но и ироничной. Многие блогеры запустили челлендж «Мой отдых на 300 рублей», показывая, как они прекрасно проводят время в других местах на ту сумму, которую в Абхазии посчитали унизительной. Это был не просто отказ от поездок. Это был публичный и унизительный для абхазской стороны ответ. Когда на пляжах стало тише, чем в библиотеке, а владельцы отелей начали подсчитывать миллионные убытки, в Абхазии началось запоздалое прозрение. Первыми забили в набат сами жители и предприниматели. Они записывали видеообращения к россиянам с извинениями,
предлагали скидки и всячески пытались дистанцироваться от слов чиновницы. Затем спохватилось правительство. Кристину Лакербай немедленно отстранили от должности. Министр туризма Астамур Логуа и президент Абхазии Бадра Гунба выступили с официальными заявлениями, в которых назвали слова чиновницы возмутительными и недопустимыми. Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями в адрес наших гостей, которые являются для нас не просто туристами, а братьями, заявил президент Гунба, пытаясь потушить пожар. Но было уже поздно. Скандал вскрыл главную системную проблему Абхазии, которую больше невозможно было игнорировать. В самой абхазской благосфере начались бурные и болезненные дискуссии, лейтмотивом которых была горькая самокритика. Мы сами, местные, ездим отдыхать в Красную Поляну или Турцию, потому что нам нравится обстановка, чистота, порядок, сервис. Люди сюда едут и тоже хотят это видеть, но мы не даем такой возможности, писали жители Сухума. Они признавали, в стране есть всего несколько приличных ресторанов, а остальное забегаловки с завышенными ценами. Инфраструктура не менялась с советских времен. Постоянные перебои с электричеством и водой, даже в крупных городах, разбитые дороги, отсутствие элементарных удобств на многих пляжах. И на фоне всего этого требовать от туристов больших трат – верх абсурда. Российские туристы в интернет-форумах лишь подтвердили эти тезисы, добавив к ним свои претензии. Низкое качество питания с риском отравлений, хамство персонала, систематические поборы со стороны местной ГАИ и силовиков, а также враждебное отношение со стороны местной молодежи при ценах, почти сопоставимых с Сочи. Оказалось, что люди ехали в Абхазию не за сервисом, а вопреки его отсутствию, ради уникальной природы и из чувства исторической дружбы к стране, которое, как выяснилось, не было взаимным. Сможет ли Абхазия вернуть доверие? Эксперты в этом сильно сомневаются. Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, для привлечения более состоятельного туриста нужна соответствующая инфраструктура. Наши туристы очень часто выбирают отели 4-5 звезд высокого сервиса. К сожалению, инфраструктура Абхазии еще пока не успевает за тем спросом, который есть по этой стране, подчеркнул он. А глава компании Art Tour Дмитрий Арутюнов добавил, что в нынешних условиях создание такой инфраструктуры для Абхазии очень проблематичная задача, требующая миллиардных инвестиций и гарантий безопасности для инвесторов, которых в республике нет. Слова чиновницы сломали ту хрупкую негласную модель, которая работала десятилетиями. Модель дешево и сердито. Гости были готовы мириться с сердито ради дешево. Но когда их, готовых к компромиссу, еще и публично унизили, назвав нищими, они просто ушли. И, судя по всему, надолго. Этот инцидент стал для Абхазии болезненным, но, возможно, необходимым уроком. В современном мире экономика, построенная исключительно на природных богатствах и старой дружбе, без уважения к своему главному и единственному клиенту, обречена на провал.